Одним из главных событий 2015 года можно назвать вступление в силу договора о Евразийском экономическом союзе. Стратегический документ о создании международного интеграционного экономического объединения был подписан лидерами Казахстана, России и Беларуси в Астане. На его территории обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики. В настоящее время в Евразийский экономический союз входит Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. В этом же году Казахстан принял от Беларуси эстафету председательства в СНГ. В 2015 году постоянный полномочный представитель Республики Казахстан Ергалий Буликенов возглавил Совет воспредов Содружества. Что касается промышленного развития Казахстана, с 2015 года в стране стартовала вторая пятилетка программы форсированного индустриального инновационного развития. За время реализации программы удалось добиться немалых успехов. Так, например, введено в строй новых 770 предприятий. Основной акцент сделан на регионы. – 16 февраля эстафета Универсиады 2017 официально передана городу Алматы. Флаг Международной федерации студенческого спорта передан городу Алматы на торжественной церемонии закрытия зимних студенческих игр в Гранаде. Казахстан – первая страна СНГ, которая приняла зимнюю универсиаду. Основными спортивными объектами, на которых развернулись соревнования, стали международный комплекс лыжных трамплинов Сункар, горнолыжный курорт Шамбулак, высокогорный каток Медеу, дворец спорта и культур имени Балуана Шолака, комплекс лыжных и биатлонных стадионов Алатау, высокогорный курорт Ак-Булак и спортивно-развлекательный комплекс Табаган. – 2015 год объявлен президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым годом Ассамблеи народа Казахстана. Этому уникальному институту исполнилось 20 лет. Празднества по этому случаю прошли по всей стране, но главным стал общенациональный форум народа Казахстана. – 26 апреля состоялись внеочередные выборы президента Республики Казахстан. На должность главы государства претендовали 3 кандидата: действующий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев от партии Нур-Отан, секретарь Центрального комитета общественного объединения Коммунистическая народная партия Казахстана Тургун Сыздыков и председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Абельгази Кусаинов. По итогам выборов Назарбаев набрал 97,75% голосов избирателей. По данным Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, явка избирателей на внеочередных выборах президента Казахстана составила 95,22%. Свой юбилей отметила и Конституция Казахстана. Основной закон страны независимого государства был принят 30 августа 1995 году во всенародном референдуме. К 20-летию этой даты в стране прошли многочисленные мероприятия. Кроме того, выпуск юбилейной медали «Казахстан Конституция сына жирма жил». Отличился 2015 год еще одной знаменательной датой – 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Для Казахстана эта дата наполнена особым смыслом. За годы Второй мировой на фронт было мобилизировано порядка 1,5 миллиона казахстанцев. Масштабные праздничные мероприятия прошли в городах республики. Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в военном параде. В стране по поручению главы государства в 2015 году из республиканского бюджета выделено более 5 миллиардов тенге для материальной поддержки чествования ветеранов. Еще одну юбилейную дату отметили жители страны – 550-летие казахского ханства. 12 сентября 2015 года в Астане прошли торжественные мероприятия по празднованию 550-летнего юбилея казахского ханства. Этот период возникновения с 1465 года для всего мира был переломным. Чтобы выжить в сегодняшнем мире, нам очень важно вновь и вновь обращаться к истории,
Она питает нас как новыми смыслами, так и этнической энергией, подкрепляя на новые подвиги в новом времени. В целом, празднование 550-летия казахского ханства означает новый этап внутриполитического развития нашей страны, развития патриотизма с долгосрочным видением. Конечно, это отнюдь не все события, которые встретили казахстанцы в 2015 году. Самое главное, что этот год стал для каждого особенным. Празднование 550-летия казахского ханства – это есть важный шаг по реанимации собственного исторического опыта.